Сразу несколько человек обратились с просьбой предоставить материальную помощь. Одна из них – жительница Али-Юрта Маржанка Курхоева. Семья в количестве 7 человек, 5 детей, муж инвалид второй группы, проживает в вагончике. Принято решение об оказании помощи, в том числе содействии в обеспечении стройматериалами для достройки блочного дома. Такую помощь окажут и жительницы Малгобека Ашат Хамчиевой, проживающей в бараке с 3 детьми, 2 из которых инвалиды первой группы. Сама женщина болеет онкологией. Семья приобрела земельный участок, однако достроить дом средств не хватает. Также по линии Минтруда Республики жительницы помогут с заключением государственного социального контракта, подразумевающего одну из мер соцподдержки, направленной на устранение временных трудностей. Рассмотрели и обращение жительницы селения Нестеровская Заремы Героевой. Владимир Состенин дал поручение региональным Минобрнауки и Минтруда помочь определить детей в детский сад и дальнейшему трудоустройству по месту жительства Заремы либо ее мужа. Решение технических вопросов заявления жителя сельского поселения Барсуки Тимура Мальсагова возложено на Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» и Минприроды. В результате ливневых дождей в мае прошлого года часть дамбы на реке Назранки смыла, но усилиями жителей селения затопление удалось избежать. Обращение в районную администрацию и ответственные органы остались без ответа. Далее началось прокладывание дороги Фат-Кавказ, в результате чего трасса поднялась выше и после дождей глину смыло на улицу, затопив дворы. Владимир Сластенин напомнил о недавнем инспекционном выезде, отметив, что решение вопроса стоит у руководства на особом контроле. Дебихан Исиева, жительница Назрани, обратилась с просьбой оказать посильную помощь для выезда на лечение. После обсуждения принято решение предоставить лечение профилактории селений Сурхахи.